Спросим, на самом деле, как с дорогами у нашего следующего собеседника. В прямом эфире с нами вышел на связь сейчас глава Жатая в Якутии Анатолий Ефимович Кистенев. Здравствуйте, Анатолий Ефимович. Здравствуйте. Добрый день. С праздником вас также, с Днем самоуправления. Спасибо большое. Разрешите мне тоже от имени муниципального сообщества Республики Саха-Якутия поздравить всех коллег с этим праздником, пожелать всем воплощения всех тех идей, мыслей, которые есть. Самое главное в том, чтобы они все служили на пользу людям. Вот, Анатолий Ефимович, что касается идей и мыслей, как у вас вот именно в вашем городке, в вашем городе именно с дорогами? Потому что вот мы знаем, что в Якутии, ну, это, пожалуй, одна из главных проблем. Ну да, Якутия большая территория, более 3 миллионов квадратных километров. Конечно, Самая большая территориальная единица в мире. Да, и 445 муниципальных образований. Конечно, у нас тоже есть проблема с дорогами, но если брать непосредственно городской округ Жатай, то она у нас менее проблематична, потому что у нас городской округ не такой большой, небольшая территория, поэтому состояние дорог немножечко получше, чем может быть в целом. Но хотя дороги тоже это проблема, потому что тот дорожный фонд, который имеется в муниципальном образовании дорожный фонд, его недостаточно для того, чтобы привести дороги, ну, будем говорить, в хорошее состояние, нормальное, хорошее. Ну и самое главное в том, что это содержание дорог, потому что их можно сделать. Но еще одна из проблем – это содержать. А вот скажите, есть какая-то проблема, над которой вот вы годами бьетесь и ничего не можете с этим поделать, а люди жалуются? Ну, наверное, проблемы, зависла, нет? Они Так. решаются, потому что у нас вот тоже была проблема, очень большая проблема по переселению из ветхого аварийного жилья. Фактически у нас было около 25% аварийного жилого фонда, потому что Жатай строился в годы Великой Отечественной войны в 1943 году, и, естественно, строился в деревянном варианте. Конечно, за это время уже жилой фонд значительно износился. Поэтому тоже считали о том, что эта проблема невозможна. Но как бы то ни было, мы уже подходим к концу решения данной проблемы. И я думаю, что уже на следующий год эта проблема будет решена. Анатолий Ефимович, вот еще такой вопрос. Где-то примерно год, может быть, больше назад, в одном из разговоров с президентом, ваши коллеги по такой работе муниципальной сказали, что слишком много полномочий, что не справляемся с таким объемом работ. Вот ваше мнение на этот счет? У вас тем более такие территории огромные, у вас-то, наверное, работы, да еще и полномочий. Ну, я думаю, что вполне можно справиться с теми полномочиями, которые есть. Помимо закона 131, которым мы наделены определенными полномочиями, у нас есть еще те полномочия, которые передает субъект. Вот непосредственно наш субъект передал определенные полномочия для решения вопросов на уровне муниципалитетов. Ну, и мы их решаем. Основная эта проблема, наверное, не в том, что полномочия, а обеспечение, денежное обеспечение этих полномочий. Поэтому если есть средства, на которые можно выполнять те или иные работы и выполнять нормально на пользу людям те полномочия, которые переданы и которые определены законом, то это вполне можно делать. Ну, мне понравилось, как вы сказали, была проблема с ветхим жильем. Вот именно в прошедшем времени это хорошо звучит. Спасибо. Анатолий Кистенев, глава города Жатай из Якутии, был у нас на прямой линии.